очень рада вас всех приветствовать из стен нашего Института развития образования на очень таком интересном мероприятии, которое мы начинаем сегодня. Но сначала разрешите представиться. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. Я являюсь руководителем кафедры дошкольного образования и начального общего образования нашего Института развития образования. И поэтому очень приятно познакомиться с каждым из вас. С вами мы изначально знакомились через вашу форму регистрации, через те вопросы, которые вы задаете. Поэтому каждого из вас благодарим за тот интерес, неподдельный, возможно, где-то даже очень искренний, и за те вопросы, которые вы формулировали для этих встреч. Ну и перед тем, как мы пригласим к нашему профессиональному сегодня общению мою коллегу, нашего первого проректора Светлану Николаевну Штыкляйн, мне бы немножко хотелось вам обрисовать вообще ту модель вот этих просветительских мероприятий, которые у нас будут проходить в течение первого полугодия 2022 года, ну и, возможно, ответить уже в ближайшее время на те вопросы, которые вы задавали. Здесь все очень просто, потому что человек, когда приходит на встречу, он всегда хочет сразу услышать ответ на тот вопрос, который он задал. Поэтому по возможности, что можем, какие вопросы мы снять сможем в сегодняшней встрече, мы это сделаем. Ну и, соответственно, обязательно постараемся оправдать ваше доверие на всем цикле мероприятий, который мы решили запустить в этом году. Уважаемые коллеги, наш цикл именно республиканских просветительских мероприятий, он носит такое очень хорошее наименование, потому что его основная цель – это сделать максимально все возможное в плане информирования, в плане разъяснения, в плане объяснения для учителей начальных классов, для специалистов системы начального общего образования по поводу тех вопросов, которые вас волнуют, потому что через какое-то определенное время изменения в профессиональной деятельности, они в любом случае у вас будут. И поэтому наша задача очень простая. Максимально раскрыть, максимально донести до каждого из вас все то, что мы знаем, все то, что мы умеем делать в рамках обозначенной темы при помощи тех специалистов, которые нам будут помогать. Идея просветительских мероприятий, она не наша, сразу вам хочу сказать, потому что, может быть, кто-то из вас уже принимал участие во всероссийских просветительских мероприятиях, организатором которых был Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Они этот цикл запустили еще осенью 2021 года, но нам эта идея очень пришлась по душе, и, соответственно, мы решили эту идею воплотить специально для вас. Ну и по вашему отклику мы, в принципе, видим, что, наверное, вы тоже разделяете наше мнение. Миссия этих мероприятий всех, она именно просветительская, то есть разъяснительная. Поэтому в вопросах у вас где-то так проскальзывали вопросы, связанные с выдачей неких документов за эти мероприятия. Конечно же, этого не будет, потому что это просто просветительские мероприятия, это интересные встречи, это ответы на ваши вопросы и, наверное, какие-то актуальные моменты, связанные с тем, чем всем нам предстоит заниматься в самое ближайшее время. Ну и еще один здесь нюанс, он связан с тем, что мы решили, по крайней мере, в первом полугодии 2022 года соединить эти встречи со встречами, которые могут происходить в рамках Республиканского методического объединения специалистов системы начального общего образования. Почему? Потому что все равно в ближайшее время это время, когда будут обсуждаться, когда будут выноситься на первый план моменты и вопросы, связанные именно с реализацией, с введением, прошу прощения, а потом с реализацией обновленных федеральных государственных образовательных стандартов как в начальном общем образовании, так и в основном общем образовании. Ну чтобы вас посвятить в то, чему будет посвящена наша сегодняшняя встреча, она будет состоять из таких трех смысловых блоков, и чтобы вы имели представление, о цикле мероприятий, просветительских мероприятий я немножко вам расскажу, ну а дальше уже наш профессиональный разговор о том, что важно на сегодняшний день в области образования, о том, каким образом будет осуществляться повышение квалификации, профессиональное развитие педагогов, о том, что такое единое
система научно-методического сопровождения кадров. Об этом будет говорить Светлана Николаевна Штыкляйн. Вот таких вот 3 смысловых блока, поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, позвольте мне начать с первого и именно рассказать вам о том, что нас всех с вами вместе ждет немножко дальше. Почему мы решили это сделать? Потому что среди тех, кто регистрировался на встречу, были коллеги, которые, по вопросам которых можно было понять, что не совсем пока представляют, что из себя значит этот цикл просветительских мероприятий. Поэтому хотелось бы донести эту информацию сразу до всех. И, возможно, вы потом тоже будете обсуждать, возможно, вы сделаете какие-то свои предложения, возможно, вы нам подкинете какие-то идеи. Мы всегда это только приветствуем. Уважаемые коллеги, как я уже говорила, цикл данных мероприятий мы запланировали только до июня 2022 года. Почему мы, вы поймете немножечко попозже, почему именно такое слово «мы». И, соответственно, если будет желание, будет возможность, конечно, мероприятия будут продолжаться, возможно, они перевоплотятся во что-то иное. Целью данных мероприятий мы ставим для себя, то есть зачем мы их проводим. Для чего мы это делаем? Отвечаем на эти вопросы, но для нас именно важно то, чтобы помочь вам максимально разобраться, пусть теоретически сначала где-то, потом и практически, в тех, может быть, простых для кого-то, может быть, не совсем простых вопросах по введению и реализации обновленного стандарта именно начального общего образования. И по возможности, насколько позволят форматы наших с вами встреч, будем не только говорить в формате монолога, отвечать на вопросы, но, возможно, у нас получится развернуть и какое-то широкое профессиональное обсуждение в онлайн-формате. И вы видите, что участниками данных встреч, участники это как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть это и ведущие встреч, и мероприятий, и те, кто будет участвовать в этих встречах, это специалисты системы начального общего образования, вообще системы образования, я бы так сказала, потому что сюда входит и высшее образование, и дополнительное профессиональное образование в том числе, и научное сообщество. То есть мы постараемся по максимуму сделать все возможное, чтобы приглашать не только специалистов из Республики Коми, но и специалистов из Российской Федерации. Это в наших силах, и сейчас поверьте просто, может быть, пока на слово, мне сейчас действительно сообщество научное, практическое, оно объединяется, потому что цели ставятся одни, и задачи ставятся одни. Естественно, что усилия, ресурсы, они всегда должны объединяться. И давайте посмотрим немножко по модели, чтобы вы тоже понимали. Здесь формат проведения пока мы планируем только онлайн. Единственное, что возможно, уважаемые коллеги, когда будут проходить у нас встречи более приближенные к содержанию деятельности учителей начальных классов, то, возможно, мы приглашаем и в наш институт, может быть, близлежащие районы, вы пожелаете приехать к нам для того, чтобы дальше остаться после онлайн-встреч и, например, еще более подробно пообщаться с теми коллегами, которые будут принимать участие в этих встречах. Поэтому такой формат мы тоже не отрицаем, но пока мы планируем только онлайн-встречи. Встречи мы планируем делать часто, 2 раза в месяц, по одной простой причине, потому что иногда когда ты только начинаешь, то всегда интересно, а что дальше? А что дальше? Поэтому, если у вас будет время, у вас будет возможность, то мы приглашаем каждый раз вас на эти встречи. Нужна ли будет регистрация на каждую встречу, мы посмотрим, потому что все будет зависеть от того содержания, которое будет проходить на данных встречах. Сразу хочу сказать, что, отвечая на тот вопрос, почему мы, уважаемые коллеги, немножко вернусь на предыдущий слайд, мы – это не только специалисты Института развития образования, но осенью 2021 года, понимая уже ту систему, которая складывается, потому что с 1 сентября 2021 года у нас открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров, и понимая эту всю единую линию, начиная с федерации, региональная система, муниципальная система, Светлана Николаевна вам будет сегодня об этом говорить, и понимая, мы сразу уже осенью привлекли к профессиональному сотрудничеству специалистов из разных муниципалитетов Республики Коми, с тем, чтобы они могли, специалистов системы начального общего образования, с тем, чтобы они могли уже тогда включиться в ту деятельность, которая им, возможно,
бы предстояло в 2022 году. Поэтому все наши коллеги, которым мы сейчас с большой благодарностью говорим самые теплые слова, они согласились на то, чтобы пройти повышение квалификации. Наименование программы вы видите. Это повышение квалификации проходило в Академии Министерства просвещения Российской Федерации, поэтому на федеральном уровне основные моменты того, как необходимо сегодня готовить учителей начальных классов к введению обновленных стандартов начального общего образования, наши коллеги, они этому научились, я бы так могла сказать, хотя, конечно, может быть, где-то еще требуется какое-то более углубленное обучение, но это уже именно применительно каждый из наших коллег. Поэтому, уважаемые коллеги, данные наши методисты органов управления образования, учителя начальных классов из разных муниципалитетов Республики Коми, они у нас как раз были предложены именно муниципальными органами управления образования. Поэтому, уважаемые коллеги, кто принимал в этом непосредственное участие, лично от себя я очень благодарю за то, что вы откликнулись, за то, что подобрали нам энергичных, неравнодушных, харизматичных, хороших учителей начальных классов, методистов управления образования, которые смогут мотивировать, смогут зажечь, смогут помочь учителям другим в решении их профессиональных дефицитов. Поэтому огромная вам за это благодарность. Ну вот вы видите наших коллег, и я знаю, что они сейчас тоже нас смотрят по ту сторону экрана. Поэтому, уважаемые коллеги, огромное спасибо. И, конечно, работа нам с вами предстоит очень большая, поэтому я надеюсь, что действительно у нас все получится. Ну, вы здесь видите, территориально это, прошу прощения, перелистнулось. Территориально это у нас был Сыктывкар, была Печора. Вот наши замечательные представители из муниципальных районов, из города Усинска. Мы лично ни с кем из них не знакомы, потому что такой формат онлайн взаимодействия пока не предполагал личных встреч, но я знаю, что у данных коллег есть большие уже профессиональные достижения, в частности, например, Ольга Николаевна из Жашарской школы, Гюзель Римовна из школы города Усинска, они уже являются лауреатами и призерами республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2021». То есть это те коллеги, которые прекрасно понимают, что степень ответственности нужно брать на свои плечи и идти дальше. Очень благодарю Ольгу Федоровну, потому что обсуждение с ними, в частности с Ольгой Федоровной, той программы просветительских мероприятий, оно, конечно, принесло большую пользу для нас, для всех. Поэтому вот мы вместе с коллегами, коллеги сначала проучились, потом мы вместе думали, как это все донести до вас, что можно сделать, что нужно сделать. И у нас вот сложился такой цикл просветительских мероприятий, которые мы вам предлагаем. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сегодня начинаем с первой встречи. Светлана Николаевна подхватит. Тематику вы знаете, вопросы вы задаете. И самая главная цель этой встречи вы также можете увидеть. Самое главное нам донести сегодня до вас, какие изменения происходят в системе образования, что такое единый подход, методический подход к развитию профессиональному кадров и, соответственно, каким образом будет осуществляться повышение квалификации учителей начальных классов в 2022 году для того, чтобы вы могли успешно начать реализацию федерального государственного, обновленного, прошу прощения, федерального государственного стандарта начального общего образования. Это будет первая встреча, она посвящена будет таким общим вопросам. А дальше мы уже посмотрели, и, соответственно, очень много вопросов у вас именно по содержанию обновленного федерального стандарта, по тому, что меняется в методиках преподавания, во взаимодействии с семьями, во взаимодействии с детьми. И поэтому для этой встречи, вот такая наша задумка была. Мы на сегодняшний день ведем переговоры и надеемся, что все сложится очень хорошо. И мы действительно встретимся с Натальей Федоровной Виноградовой. Кто это такой человек для системы начального общего образования, я думаю, что вы прекрасно представляете, доктором педагогических наук. Почему выбор пал именно на Наталью Федоровну? Очень простой ответ, уважаемые коллеги. Потому что разработчиками обновленных стандартов начального общего образования, основного общего образования был как раз Институт стратегии развития образования Российской академии образования. И в частности Наталья Федоровна, она имела прямое отношение к этому обновленному стандарту. Но мы решили, что лучше все вопросы и задать
непосредственно разработчику и услышать именно профессиональное мнение с их стороны. Я очень надеюсь, что у нас будет интересный, конструктивный, профессиональный разговор, но это состоится 26 января, и мы уже сейчас вас приглашаем. Мы готовы к любым вариантам развития событий, но пока будем настраиваться на встречу интересную с Натальей Федоровной Виноградовой. Поэтому все те вопросы, которые вы задавали, уважаемые коллеги, естественно, что мы адресуем их в том числе и Наталье Федоровне, как одному из разработчиков обновленного стандарта начального общего образования. Ну и дальше вы видите следующие встречи, которые мы планируем в феврале. И уже даже по тематике этих встреч, уважаемые коллеги, вы понимаете, что нам действительно есть что сказать вам на сегодняшний день. И где-то, может быть, часть вопросов уже сразу снимается. Почему примерная тематика? Еще хочу сделать акцент, потому что все может измениться. Сейчас время очень быстрых изменений, очень гибкого реагирования. Поэтому пока вот сегодня мы предполагаем, что в феврале у нас тематика встреч будет следующая, возможно, это будет немножко не так, и эти встречи либо перенесутся, либо они, ну, может быть, расширятся. Посмотрим. Но то, что на сегодняшний день существуют новые примерные рабочие программы по начальному общему образованию, по основному общему образованию, я думаю, что вы уже знаете. Кто не знает, то мы вас хотим, наверное, обрадовать, потому что действительно сокращение той нагрузки бумажной, которая легла на плечи не только учителей начальных классов, но и вообще всего профессионального сообщества, действительно очень хочется, чтобы это было нивелировано. Поэтому проекты примерных рабочих программ уже прошли апробацию. Это еще, наверное, вот весной-летом 2021 года, поэтому они все размещены в открытом доступе. Но на сайте единого содержания образования, я думаю, что вы тоже знаете, но в любом случае предметный разговор на эту тему, то есть с анализом, с какими-то, возможно, уже своими мыслями, размышлениями, подходами, мы планируем сделать в феврале 2022 года именно для всех, то есть для всех учителей начальных классов. Ведущих вы тоже видите. Надеемся, что все у нас сложится, поэтому будем как бы готовиться к этим встречам и, возможно, тоже собирать ваши предложения, пожелания. И вы знаете, вот очень хорошее было предложение в свое время от Ольги Федоровны, еще до Нового года. Она как бы такую идею очень хорошую высказала, что вот на эти просветительские мероприятия, поскольку мы начинаем с республиканского уровня, возможно, подсоединялись муниципалитеты в плане не трансляции, а в плане именно участия в этих мероприятиях для того, чтобы сразу потом, после, либо на следующий день оставаться, обсуждать, то есть какую-то вот единую линию понимания того, что нам делать и как нам делать, чтобы все-таки это каким-то образом у нас складывалось. Поэтому подумайте, рассмотрите, уважаемые муниципальные координаторы, может быть, это будет наша помощь для вас, для того, чтобы легче было объяснять, легче было разъяснять коллегам, которые у нас работают в школах. Ну и, уважаемые коллеги, дальше как бы цикл мероприятий, у меня немножко подвисает презентация, поэтому я прошу прощения. Может быть, это проблема только у меня, может быть, нет, но тем не менее, давайте еще раз я попробую. В марте мы планируем встречи по работе с обновленным уже содержанием, с обновленными методиками преподавания различных предметов, потому что у вас тоже были вопросы в этом направлении, то есть что нового в том-то предмете, что нового в той-то методике, прошу прощения, неправильно говорю, какие новые методики предлагаются, поэтому мы тоже это предусмотрели, и мы планируем вот такие встречи в марте месяце. Ну и сразу хочу вам сказать, уважаемые коллеги, вот мы планировали встречу по новой примерной основной общеобразовательной программе начального общего образования в марте, но поскольку сейчас уже проект примерной программы размещен для широкого профессионального обсуждения, общественно-профессионального обсуждения на сайте единого содержания образования, на сайте даже Института стратегии развития образования, то вы сейчас уже можете принять участие в обсуждении этого проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования, высказать свои предложения, высказать как бы свои какие-то мысли, свои замечания, возможно, по содержанию этой программы, и только после этого уже проект будет каким-то образом утверждаться. И тогда мы можем говорить о том, что, например, будет утверждена примерная основная образовательная программа начального общего образования. Если это произойдет
раньше марта, то, конечно, разговор об этом должен быть, наверное, уже сразу, потому что на основе утвержденной примерно основной образовательной программы начального общего образования будут корректироваться образовательные программы начального общего образования в школах. Поэтому вот мы и как бы почему и говорим, что именно тематика, она примерная, и, соответственно, мы готовы к любому изменению событий. В апреле месяце мы планируем встречи по функциональной грамотности, уважаемые коллеги, с разбором, с практическим разбором, с ответами также на вопросы. Сразу уже вам хочу сказать, что с 14 января Институт стратегии развития образования уже запустил цикл постоянно действующих семинаров на уровне Российской Федерации именно по функциональной грамотности. Поэтому, может быть, пока у кого есть вопросы, кто хочет найти ответы раньше, чем апрель 2022 года, да, то вы можете уже подключаться к этим мероприятиям. Первое мероприятие прошло уже 14 января, и с какой периодичностью они будут проводиться, пока информации об этом нет, но тем не менее вы можете включаться в понимание, в поиск ответа на свои вопросы. Ну, в мае и в июне месяце мы планируем мероприятия, связанные с тем, чтобы вам разъяснить ситуацию с цифровыми платформами, которые у нас задействованы, сейчас, секундочку, задействованы в организации образовательного процесса. Поэтому вот мы пока предполагаем, что у нас будут такие встречи, уважаемые коллеги, ну и, соответственно, как используются цифровые технологии в июне месяце для формирования результатов обучения. Посмотрим. Пока это все как бы наши прогнозы. Как сложится, мы сможем с вами только сказать, когда придет июнь месяц и, соответственно, когда уже цикл просветительских мероприятий у нас закончится, либо он будет продлен. Вот такая тематика нашего цикла, уважаемые коллеги, это мы вам предлагаем. Ну и следующий момент, немножко хотелось мне бы сказать о ваших вопросах, потому что уже часть информации хотелось бы буквально вот вам дать, наверное, до выступления Светланы Николаевны. Поэтому, уважаемые коллеги, вопросов поступило очень много. Мы вас очень сильно за это благодарим. Вопросы разного характера. Больше всех вопросов именно о содержании обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Вас интересует все. От того, что зачем он нужен, зачем его вводят, почему так произошло, что стандарт именно вводится. Дальше очень много документов, вопросов о документах. То есть вас волнуют и образовательные программы, и рабочие программы, и учебные планы и так далее, и так далее. И, естественно, что на все эти вопросы мы будем давать постепенно ответы. Я думаю, что вы уже поняли, это по циклу просветительских наших мероприятий, по его тематике. Также очень много было вопросов об отдельных предметах и методике преподавания. Поэтому тоже спектр, я думаю, что наших размышлений и каких-то вам предложений, он обязательно будет предложен в рамках этого цикла. Также очень много вопросов было по тому, что связано с этапами введения федерального государственного образовательного стандарта, с подготовкой учителей, с подготовкой к школе, именно к введению. Перескакивает немножко, где-то, видимо, скорость интернета, поэтому прошу прощения. По крайней мере, у меня так идет. Очень много было вопросов по введению, по подготовке школ учителей. Очень много было вопросов о методическом сопровождении учителей, о государственной политике в области образования, то есть что нас ждет, куда мы идем, зачем нам это нужно. В том числе были вопросы о всероссийских проверочных работах, были вопросы об аттестации. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз огромное вам спасибо за вопросы, и мы, безусловно, постараемся начинать на них отвечать. И в таком первом приближении мне бы хотелось ответить на те вопросы, которые, они вот прям лежат у вас на поверхности, поэтому то, какой информацией мы сейчас владеем, мне бы хотелось вам об этом уже рассказать. Ну, во-первых, что сделано уже на федеральном уровне для внедрения федерального государственного образовательного стандарта, не только начального общего образования, но и основного общего образования. Это вам важно для того, чтобы, возможно, к следующей встрече, например, встрече с Натальей Федоровной Виноградовой, вы уже подошли очень подготовленные в плане содержания, и вы бы уже, возможно, задавали немножко иные вопросы, нежели чем вы задали сейчас. Поэтому мы вам представляем вот то, что уже сделано на уровне Российской Федерации. Вы это видите тоже на экране, поэтому, уважаемые коллеги, самая последняя информация, кроме той, что
Есть уже варианты примерных рабочих программ по 16 предметам для начальной школы. И если учитель не желает, то он может использовать готовые примерные рабочие программы. Если он желает, то на сайте единого содержания общего образования есть конструктор рабочих программ, где учитель может сконструировать свою рабочую программу. Но об этом мы хотим подробнее попозже раскрыть. Далее про примерную основную образовательную программу я вам уже сказала. Проект есть. Вы можете высказывать свое предложение и, соответственно, ждем утверждения данного документа. Потом буквально вот на днях пошла информация 13 либо 14 января, что готов новый обновленный проект федерального перечня учебников для образования. В нем более 2000 учебников на сегодняшний день, и в него вошли новые вот 95 на сегодняшний день учебников, которые уже были утверждены научно-методическим советом. Это вот как раз 14 января было. И в этот перечень новых учебников вошли учебники по родным языкам. Какие мы пока не знаем, уважаемые коллеги, потому что этот перечень еще не размещен. Этот проект обсуждается. Если он будет утвержден, именно проект перечня, федерального перечня учебников, то, соответственно, мы как бы уже можем об этом говорить. Но пока мы знаем, и официальная информация на сайте Министерства просвещения, она связана именно с тем, что новые учебники появились по родным языкам, новые учебники появились для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, они уже войдут в этот перечень. Новые учебники появились по финансовой грамотности, по кибербезопасности, ну и так далее, и так далее. Поэтому как бы вот эти все моменты мы с вами ожидаем, тоже следите за новостями, ну и, соответственно, мы тоже будем делать, может быть, короткие дайджесты, либо на каждой встрече говорить то новое, что появилось. Ну и на региональном уровне, естественно, делается тоже очень много в каждом регионе, уважаемые коллеги, поверьте. Поэтому здесь нам очень приятно, что перед нами, перед нашими с вами встречами 12 января стартовал цикл таких же встреч, таких же совещаний для руководителей муниципальных органов управления образования, который именно посвящен вопросам введения и реализации обновленных стандартов начального общего образования и основного общего образования. И на этих встречах присутствуют начальники управления образования и муниципальные координаторы, которые занимаются и будут заниматься введением федеральных государственных образовательных стандартов. И мы надеемся, что этот цикл тоже принесет очень много полезного для начальников органов управления образованием, и тогда у нас будет единое понимание, что нам делать, куда нам двигаться. Дальше, как тоже Олег Анатольевич Холопов, заместитель министра образования, он анонсировал вот на этом совещании, которое было 12 января, о том, что буквально вот до конца января будет готов или готова региональный план, дорожная карта мероприятий по переходу на образовательных организаций Республики Коми на обновленные федеральные государственные стандарты. Поэтому, уважаемые коллеги, мы это ожидаем. И, естественно, как только этот план будет у нас, у вас, то тогда каждая образовательная организация, каждый муниципалитет, они смогут сделать свои дорожные карты. Поэтому пока вот на сегодняшний день у нас нет этой информации, то есть что входит, какие мероприятия, ну, я думаю, что все это впереди, и, соответственно, вы тоже сможете потом об этом ну, как-то узнать. Я думаю, что вас будет обязательно в это посвящать. Ну и следующий вот момент, поскольку там региональные планы, у вас тоже были вопросы, у вас были вопросы и по этапам введения и так далее, и так далее. Я думаю, что вот в первом чтении как бы мы эти вопросы у вас сейчас снимаем. И я с удовольствием потом Светлане Николаевне передам слово, которое подтвердит или дополнит, конечно же, то, о чем я вам говорю. Но вот еще тот момент с последовательностью действий по введению федеральных государственных образовательных стандартов, уважаемые коллеги. И вы здесь видите на экране, это тоже анонсировал Олег Анатольевич Холопов вот на заседании 12 января, о том, что обязательное введение стандарта по начальному общему образованию, оно будет с 1 сентября 2022 года в 1 классе и в 5 классе. В остальных классах по желанию, по готовности, по ресурсам, я бы, наверное, так сказала. Ну и, соответственно, дальше вот в плане движения по годам до 2027 года вы видите, какие цели ставятся перед системой образования, перед региональными, муниципальными органами управления образованием. Поэтому тут отвечаю на вопрос тех, кто задавал вопросы, когда, как
и так далее, и так далее. Поэтому вот в такой момент мне бы хотелось акцентировать внимание. Это уже как бы известно, это уже анонсировано и для руководителей органов управления образованием, поэтому сейчас каждый муниципальный орган управления образованием уже будет рассматривать свои ресурсы. Дальше, в январе-феврале, тоже, уважаемые коллеги, потому что я знаю, что среди вас есть представители управления органов образования, будет запуск мониторинга готовности образовательных организаций Республики Коми к введению обновленных стандартов. Поэтому просто надо быть к этому готовыми, и, соответственно, наши коллеги, мои коллеги из Института развития образования, из нашего института, они будут обрабатывать, они будут готовить и информировать вас вообще о ходе мониторинга, о результатах этого мониторинга. Поэтому я думаю, что все впереди. Ну и, соответственно, поскольку если с 1 сентября вводится обновленный федеральный государственный образовательный стандарт как начального общего образования, так, наверное, я позволю здесь себе сказать на нашем уровне и основного общего образования, будет начинаться обучение, повышение квалификации тех учителей, которые с 1 сентября 2022 года будут работать в 1 и в 5 классе. Поэтому в начале февраля мы будем учить, это институт. Институт будет обучать тех методистов, тьюторов, которые будут помогать нам учить учителей. И, уважаемые коллеги, я сейчас обращаюсь к тем, с кем мы вместе обсуждали проект наших просветительских мероприятий, кто у нас учился в Академии Министерства просвещения, уважаемая Ольга Николаевна, Ольга Владимировна, Антонина Андриановна и все коллеги, кто прошел обучение, рассмотрите эту возможность, чтобы стать еще теми методистами, тьюторами, которые могут помогать нам в подготовке учителей начальных классов к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта с 1 сентября. Просто рассмотрите, мы как бы предлагаем вам такую возможность. Ну и потом обучение, эти тьюторы, мы их будем собирать здесь, надеемся, что все сложится в очной форме. Там программа повышения квалификации, она в очно-заочной форме, она сначала на федеральном уровне, потом на региональном. Светлана Николаевна вам все скажет. Но просто, уважаемые коллеги, пожалуйста, те, кто будут переходить в 1 класс, пожалуйста, будьте готовы к тому, что мы будем очень вас рады видеть, для того, чтобы профессионально общаться с вами, для того, чтобы помогать вам, разбирать, наверное, очень где-то, может быть, сложные, может быть, не совсем вопросы, связанные с реализацией нового стандарта. Ну и вот в завершении, наверное, своего такого блока смыслового, уважаемые коллеги, потому что Светлана Николаевна уже подошла, и я с удовольствием потом передам ей слово, но сначала мне бы хотелось вам сказать о том важном, наверное, что волнует нас всех. И это не только, может быть, связано с введением стандартов, это вообще связано с нашей будущей жизнью, и поэтому действительно такие решения, они всегда как бы придают очень много хороших, положительных таких эмоций и позитивного того, что может придать уверенность, может придать силы. Уважаемые коллеги, летом 2021 года уже начал свою реализацию абсолютно новый президентский проект с очень прекрасным названием «Учитель будущего поколения России». То есть этот проект связан именно с модернизацией и стратегическим развитием педагогических вузов во всей Российской Федерации. Для чего? Для того, чтобы была создана единая образовательная среда подготовки тех, кто в будущем придет работать в детские сады, в школы, в учреждения среднего профессионального образования. И поверьте мне, это очень такое приятное, хорошее, знаменательное событие, потому что когда создается единая современная среда, то даже находиться в этой среде очень комфортно. Я думаю, что те из вас, кто работает в точках роста, кто работает в IT-кубах, в фанториумах, вы же видите преобразования, которые происходят в школах, и действительно вот в этой современной среде, в которой и я сейчас нахожусь, потому что в нашем институте колоссальные преобразования, находиться очень-очень приятно. Но что будет? Будут созданы и уже созданы межфакультетные технологии, технопарки универсальных педагогических компетенций. Поэтому вот как бы моменты, связанные с тем, что происходит у нас на сегодняшний день в системе образования, они очень хорошие. Ну и, уважаемые коллеги, для подкрепления своих слов мне бы хотелось вам показать небольшой ролик, потому что меня он очень впечатлил, и это действительно такой, наверное, очень хороший, мощный стимул для развития системы образования, для просто веры в то, что
те, кто придут в профессию педагог, они действительно уже будут учиться в современных условиях, и они придут к нашим детям, ну, с очень современными компетенциями. Поэтому, пожалуйста, приглашаем к такому просмотру небольшого ролика. Ну, уважаемые коллеги, я думаю, что вас это очень впечатлило, как это впечатлило нас, потому что среда, правда, потрясающая. И если будут учиться молодые, как сказать, молодые пока выпускники школ в таких условиях, мне кажется, будет очень здорово, что они придут в наши образовательные организации. Ну и последний момент, о котором мне бы хотелось сказать, это то, что, уважаемые коллеги, еще одно такое мероприятие, очень хорошее, очень тоже значимое, мне кажется, потому что для учителя всегда важно что? Важно вдохновение. И для того, чтобы вы могли черпать это вдохновение, вот тоже проект, буквально о нем мы узнали вчера, который запускается 19 января 2022 года в Рождество. Этот проект связан с тем, что открывает или начинает работу высшая лига, она так и называется, школа, онлайн-школа учителей года России. И то есть в течение 2022 года будут раз в 2 недели, по-моему, очень интересные встречи с победителями, призерами, лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Поэтому будет у вас желание, пожалуйста, уже завтра открытие, посмотрите, завтра будет первая встреча с абсолютно победителем всероссийского конкурса «Учитель года 2021» Екатериной Костылевой из города Тюмени. И она как раз будет рассказывать о 3 китах, ну, рассказывать, я не знаю, да, показывать, возможно, о 3 китах педагогики учителя 21 века. Поэтому я знаю, что среди наших участников сегодняшней встречи есть те, кто прошел этот профессиональный путь участия в конкурсе, кто собирается. Поэтому, мне кажется, это вообще очень здорово. Так что, конечно, мы вас все очень поддерживаем, и учитель действительно это тот человек, у которого глаза горят, и у которого очень доброе сердце. Но для того, чтобы вам легче работалось, для того, чтобы вы понимали, куда вы идете и зачем вы идете, сейчас мне хочется передать слово моей коллеге Светлане Николаевне Штыкляйн. Это первый проректор нашего института, для того, чтобы она могла вас ну, каким-то образом вот, очень хорошо погрузить в то, как нам предстоит с вами жить и как сегодня, какие подходы есть в области образования к каждому специалисту, который работает. Поэтому, уважаемые коллеги, я с вами пока не прощаюсь, но тем не менее, пока выйду из эфира для того, чтобы передать слово Светлане Николаевне. Поэтому буквально несколько минут.
разговора и той тематики, которую сегодня для вас представила Татьяна Валерьяновна, продолжаем рассматривать направления той государственной политики в области образования и научно-методического сопровождения, профессионального развития педагогических кадров. Очень важно сегодня нам всем вместе понимать, что мы работаем в рамках определенных задач, и что государственная политика в области образования – это направление, которое сегодня рассматривается с точки зрения единых подходов по реализации указа президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И в области образования мы все с вами включены в национальный проект образования, где, в общем-то, представлены основные цели, такие цели, как создание новой образовательной среды для развития каждого ребенка, это формирование эффективной системы выявления способностей и талантов детей, это создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, культурных и национальных традиций. Если очень коротко охарактеризовать данные задачи национального проекта образования, то мы понимаем, что, конечно, прежде всего вот тот прекрасный ролик, о котором говорила Татьяна Валерьяновна, который вы посмотрели, он говорит нам о том, что, конечно, первично в области реализации любых направлений государственной политики это обновление инфраструктуры, что, собственно, сейчас и происходит. И, безусловно, вот этот этап обновления, он касается сегодня каждый субъект Российской Федерации, каждый муниципалитет и каждую образовательную организацию. Вторым таким основным направлением, наверное, связанным с решением задач по национальному проекту, является профессиональное развитие педагогических кадров. Мы понимаем, что сегодня пришло время обновления подходов и к содержанию, и обновления подходов к тем формам, методам, которые реализуются педагогическими кадрами в процессе работы. Поэтому, конечно, второй блок такой задач в рамках реализации национального проекта – это профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров. Ну и, безусловно, третье направление, которое вот уже всех нас ждет буквально с сегодняшнего дня, это, конечно, обновление содержания, образования и воспитания, с чем связано и обновление государственных образовательных стандартов начального образования и вообще общего образования в целом. Что на сегодняшний день в рамках основных направлений государственной политики можно рассматривать как уже те результаты, которые непосредственно двигают нашу систему образования вперед и поступательно ведут к ее обновлению. Но прежде всего это, конечно, обновление инфраструктуры. На сегодняшний день мы видим, что достаточно много создается различных таких вот центров, которые сегодня помогают развивать то содержание и то направление в области образования, которое необходимо сегодня в рамках соответствия с современным требованиям. Это, безусловно, удовлетворение качеством образования, это обновление содержания образования уже на основе определенных индивидуальных подходов. И сегодня акцент в области обновления – это прежде всего индивидуализация образования, персонификация образования, ну и линия объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся. Но и одним из основных направлений, конечно, на сегодняшний день является совершенствование воспитательного потенциала, в основу которого как бы закладывается поэтапно внедряемая в период 2022 года примерная программа воспитания, направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического развития учащихся. Следующее направление, которое рассматривается с точки зрения таких поступательных движений в области государственной политики, это, конечно, совершенствование и функционирование эффективной системы выявления и поддержки
одаренных и талантливых детей в области творческих способностей, научно-исследовательской деятельности, физкультурно-спортивной направленности и их активное участие в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и так далее. Безусловно, в рамках обновления содержания мы не можем не рассматривать линию по внедрению здоровьесберегающих технологий, поскольку акцент на развитие физкультурно-спортивного направления и модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных организаций сегодня также является приоритетным направлением в области государственной политики общего образования. Большая роль сегодня принадлежит развитию информационной инфраструктуры, а также реализации проектов цифровой образовательной среды. И, безусловно, мы понимаем, что сегодняшний день уже невозможен без применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех информационных платформ, которые используются уже активно в образовательных организациях. Ну и одним из больших блоков деятельности и направлений является повышение профессиональной активности, повышение профессионального развития педагогических кадров всех уровней образования. Это тоже один из очень больших, серьезных блоков сегодня, куда входит также и научно-методическая поддержка профессионального развития педагогических кадров. Хочется сказать, что особое значение на сегодняшний день рассматривается и придается созданию и реализации проекта по цифровизации образования или цифровой образовательной среде. Очень активно сегодня развивается информационная платформа «Сферум», и я думаю, что это одна из самых важных, интересных платформ, которая будет активно использоваться, в том числе в рамках реализации обновленного содержания. Другая платформа, которая сегодня уже, наверное, знакома всем педагогическим работникам, это платформа Учи.ру, которая тоже также активно используется в процессе деятельности, в том числе и в процессе образовательном. Следующие платформы, которые активно используются в рамках цифровизации образования, это Российская электронная школа, мобильное образование, Яндекс.Класс и Лекта. То есть те программы, которые сегодня, вернее, платформы, которые сегодня дают возможность работать с тем современным содержанием, использовать те информационные, коммуникационные подходы, методы и способы деятельности, связанные именно с формированием профессиональной компетенции педагога, а также с достижением определенных результатов обучающихся. Основное направление государственной политики сегодня – это, конечно, построение единого образовательного пространства, в которой рассматриваются и основные принципы национальной системы профессионального роста, и определенное направление концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения. И все это является и выступает определенными условиями для получения качественного образования обучающимися. На сегодняшний день в рамках вот такого единого образовательного пространства в ядре так называемом направлении государственной политики рассматриваются, еще раз, наверное, повторюсь, это инфраструктура современного содержания, это то обновленное актуальное содержание и это формирование педагогических работников 21 века. На сегодняшний день существует и создаются уже и создано уже определенное количество различных центров, современных центров на базе общеобразовательных организаций. Это точки роста, кванториумы, IT-кубы, созданы центры опережающей профессиональной переподготовки, центры непрерывного повышения профессионального мастерства, центры ДНК и так далее, то есть опорные школы. То есть вся эта инфраструктура сегодня призвана обеспечить то единое образовательное пространство, которое, в свою очередь, обеспечивает решение задач государственной политики и современных направлений развития образования в целом.
В настоящий момент хочется сказать, что основные направления государственной политики в области образования, они рассматриваются из тех нормативно-правовых документов, которые уже приняты на сегодняшний день, ну и прежде всего все встречи, которые будут посвящены, они будут посвящены, конечно, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. Они вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Наверное, на сегодняшний день это один из самых важных документов государственной политики именно для начального общего образования. По данным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования будет рассматриваться и внесение различных программ, различных направлений, а также составляться определенного рода контрольно-измерительные материалы, будут вновь обновляться учебники и так далее. И, безусловно, мы понимаем, что на сегодняшний день очень важно определить, что в рамках таких документов, как об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности, внесены определенные изменения, дополнения в направление, значит, законодательства, нормативно-правовых документов. Это рассмотрение и комментарии в области семейного образования, то есть использование права родителей на семейное образование. Это внесение программы развития как основного документа, который определяет стратегические направления развития и воспитания обучающихся. Это применение электронного обучения и использование дистанционных образовательных технологий. Ну и, безусловно, сегодня остается очень актуальным вопросом это разработка программ воспитания обучающихся, в том числе и в начальной школе. И этому, конечно, также будет посвящены ряд просветительских мероприятий, в которых мы приглашаем вас также принять участие. Если говорить об основных направлениях государственной политики, то, безусловно, для того, чтобы обеспечить направление сопровождения и подготовки педагогических и управленческих кадров, на территории Российской Федерации в области образования создается единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Это единая сквозная система, которая аккумулирует в себе те области решения задач, которые на территории всей Российской Федерации в системе образования являются общими. Федеральным координатором системы является Академия государственной политики и профессионального развития работников образования, то есть Академия Министерства просвещения, которая на сегодняшний день очень четко определяет ориентиры для развития и создания вот этого единого образовательного пространства на территории всех субъектов Российской Федерации с точки зрения определенной профессиональной общественной экспертизы, проведения фундаментальных и прикладных исследований в области образования, ну и, соответственно, дает четкие установки и определенную проекцию формирования таких же позиций на региональном уровне, такой же инфраструктуры на региональном уровне. И, безусловно, вот те самые задачи, которые сегодня ставит перед нами национальный проект образования и государственная политика в области образования, они проецируются и решаются уже с учетом решения задач, в том числе и регионального уровня, и с точки зрения применения тех существующих нормативно-правовых документов, которые рассматриваются как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Система образования в Республике Коми достаточно большая, то есть она представлена различными типами образовательных организаций и большим количеством как обучающихся, так и количеством педагогических кадров. Если мы посмотрим на строку общего образования, то мы видим, что в 2021 году количество обучающихся у нас было 10 тысяч, количество
учителей было у нас 8695, это в системе общего образования, поэтому здесь достаточно большой блок работы по именно направлению подготовки и переподготовки учителей, в том числе и по обновленному содержанию государственного образовательного стандарта начального общего образования. Какие же основные принципы региональной системы образования? Ну, прежде всего, это соответствие тем целям, задачам и показателям национального проекта образования, в том числе в части профессионального развития педагогических кадров. Это соответствие мероприятий тем профессиональным потребностям, которые, безусловно, мероприятия, которые направлены на снижение и ликвидацию профессиональных дефицитов, которые необходимы для того, чтобы сегодня повысить профессиональный уровень педагогических кадров. И это консолидация ресурсов региональной системы образования и эффективного повышения уровня профессионального мастерства. То есть основные принципы региональной системы, они не отличаются от тех направлений федеральной политики, федеральных задач государственной образовательной политики. Поэтому данные задачи и принципы, они сегодня являются основными, потому что мы понимаем, что инфраструктура, которая сегодня меняется, она не может быть как бы отделена от тех профессиональных компетенций педагогических кадров, которые сегодня должны соответствовать тем требованиям и государственной политики, национальному проекту образования, а также в рамках реализации обновленных стандартов начального общего образования. Какова же структура региональной системы научно-методического сопровождения? Здесь вы видите на слайде, она охватывает все уровни, от уровня республиканского до уровня образовательной организации. То есть, если мы говорим о едином построении такой системы, поддержки профессионального развития педагогических кадров, то, безусловно, все ресурсы, которые есть на территории субъекта, они задействуются, все направления в рамках решения задач, которые ставит перед нами национальный проект образования и государственная политика в области образования, вот такая сетевая линия взаимодействия, прямая и взаимообратная, которая может быть использована при подготовке педагогов к осуществлению обновленного стандарта начального образования, она будет работать с точки зрения определенных взаимодействий, и вот так выстраивается система научно-методического сопровождения с точки зрения уже современных подходов. На сегодняшний день данная система является многоуровневой системой, то есть еще раз мы обращаемся к тому, что в едином пространстве образования строится региональная система научно-методического сопровождения педагогических кадров. На этом слайде вы видите еще раз, что данная система – это многоуровневая система. С уровня учителя, который сегодня, безусловно, ставит перед собой определенные задачи и рассматривает те профессиональные дефициты, которые у него есть. Это уровень образовательной организации, основной задачей которой является создание мотивирующей среды, направленной на непрерывное профессиональное образование. Это муниципальный уровень, на котором осуществляется методическая поддержка профессионального развития педагогических кадров, вовлечение педагогических кадров в общую систему решения задач на муниципальном и региональном уровне. И на региональном уровне это повышение квалификации педагогов с точки зрения введения государственного образовательного стандарта начального общего образования. Это помощь и сопровождение в части индивидуальных образовательных маршрутов наших педагогов. То есть вот такая система, которая сегодня позволяет педагогу пройти от обозначения своих профессиональных дефицитов до индивидуализации, персонализации, снижения своих дефицитов и повышения своего профессионального уровня. Цель единой региональной системы научно-методического сопровождения – это достижение высоких показателей качества образования с точки зрения решения задач национального проекта образования.
В первой части данная региональная система работает и решает, выполняет определенные функции. Это оказание практической помощи педагогическим работникам, это формирование методической инфраструктуры муниципальной системы развития педагогов, развития профессионального развития педагогов, это обеспечение переноса профессиональных задач в процессе освоения индивидуальных образовательных маршрутов и возможности практики уже определенного содержания деятельности, и линия координации, то есть координирование на каждом участке сопровождения, то есть на уровне образовательной организации, на уровне муниципального образования и на региональном уровне. То есть вот такие функции, которые сегодня удерживают и помогают создавать единую региональную систему сопровождения педагогических кадров, они, в общем-то, являются основополагающими и, соответственно, регулируют вот то самое единство пространства образовательное, которое создается при выполнении задач региональной системы научно-методического сопровождения педагогических кадров. Как уже сказала Татьяна Валерьяновна, безусловно, в рамках решения определенных задач создается план, который будет поступательно и поэтапно выводить и повышение квалификации педагогических кадров, и, соответственно, введение государственных образовательных стандартов начального общего образования в практику работы. То есть вот такая линия планирования, стратегического планирования, она очень актуальна и очень поступательно будет вводить педагогов в рамках реализации государственных образовательных стандартов начального общего образования на территории Республики Коми. Поэтому то регулирование процессов, которое будет проходить с точки зрения данного плана, оно, безусловно, очень актуально на сегодняшний день. Поэтому как бы линия поступательного движения с точки зрения, значит, вертикали управления с региональной системы до общеобразовательных организаций, она, безусловно, будет выстроена, и таким образом вот как бы республика, она сообща будет переходить от одного этапа к другому. Таким образом, вот линия построения такого единого пространства, она будет рассматриваться как самая эффективная при движении определенных, при прохождении определенных этапов внедрения федерального государственного образовательного стандарта. Какие формы вовлечения педагогов на данном этапе очень важны и будут существенны для того, чтобы мы могли понимать, каким образом продвигается реализация федерального государственного образовательного стандарта в практику работы наших педагогов. Но это прежде всего различные площадки по обмену мнением, по обмену опытом, это курсы повышения квалификации, это различные стажировки, что очень необходимо сегодня нашим педагогам. Также эти стажировки могут быть рассмотрены с точки зрения виртуальных стажировок, это линия формирования и прохождения онлайн-школ, это различные олимпиады, форумы, конференции для учителей, это различные конкурсы и обмен мнений в рамках круглых столов, в рамках решения и обсуждения определенных вопросов профессиональных сообществ. То есть различные мероприятия, которые непосредственно могут быть рассмотрены с точки зрения обмена опытом по различным тематикам, по различному содержанию, по различным направлениям решения тех задач, которые сегодня рассматриваются в области современного образования. Ну и несколько слов мне бы хотелось еще сделать акцент на индивидуализации, наверное, образования. На сегодняшний день очень важно говорить о том, что и в содержании государственного образовательного стандарта начального общего образования и в тех задачах государственной политики, которая сегодня выстраивается в области образования, и в национальном проекте образования, очень серьезный акцент сделан на индивидуализацию.
То есть сегодня эти акценты, связанные с процессами содержания индивидуализации современного образования, процессами наставничества, воспитания, поиска тех направлений, которые сегодня могут быть, все они двигаются в сторону индивидуализации или индивидуального образовательного маршрута. Сегодня как бы мы предлагаем линию индивидуализации образовательного маршрута с точки зрения тех позиций, которые уже выстроены в Коми Республиканском институте развития и образования. Мы говорим об индивидуальном образовательном маршруте в электронной форме, то есть это определенная платформа, которая сегодня позволяет заходить в личный кабинет педагога, то есть создавать себе личный кабинет, отслеживать свой профессиональный образовательный маршрут, индивидуальный образовательный маршрут, отслеживать те дефициты, которые непосредственно есть у педагога с помощью личного кабинета педагога, рассматривать ту траекторию участия в мероприятиях, которые непосредственно проходят как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Ну и, соответственно, как бы вот самостоятельно двигать свое непрерывное профессиональное развитие вперед. Так выглядит наша платформа «Личный кабинет педагога», то есть вы можете с нашего сайта Института развития и образования зайти на данную платформу в «Личный кабинет педагога», зарегистрироваться и уже в рамках личного кабинета смотреть и составлять те маршруты, которые вам необходимы, участвовать в тех мероприятиях, которые вы выбираете. Ну и непосредственно, безусловно, если вы участвуете в курсах повышения квалификации как на уровне республики, так и на уровне федерации, то вы автоматически уже попадаете на эту платформу в индивидуальный образовательный маршрут, и непосредственно там уже вы отслеживаете, составляете, конструируете свой индивидуальный образовательный маршрут, тем самым снижаете свои дефициты и повышаете профессиональный уровень обучения и развития с точки зрения обновления содержания. В рамках информационной платформы, которая рассматривается как личный кабинет педагога по индивидуальному образовательному маршруту, здесь есть две модели, в которых вы можете участвовать. Это свободный выбор модулей, то есть формирование индивидуального образовательного маршрута происходит самостоятельно каждым педагогом. Или если вы уже обучаетесь на курсах повышения квалификации, то, соответственно, вы попадаете в поле алгоритма модулей, то есть когда вам предлагается непосредственно пройти те или иные вебинары, семинары, другие мероприятия, которые необходимы для работы и снижения профессиональных дефицитов, ну и непосредственно та и другая модель помогают педагогу индивидуально простраивать свои маршруты, соответственно, двигаться поступательно в рамках освоения того или иного содержания, которое, безусловно, будет направлено на освоение, введение, внедрение и реализации государственного образовательного стандарта начального общего образования. И вот эти встречи, которые сегодня уже происходят, они тоже все рассматриваются с точки зрения индивидуализации. Кроме всего прочего, на данной платформе вы также можете получить индивидуальные консультации, работать в чате-блоге, таким образом как бы рассматривая и консультируясь у тех специалистов, которые уже прошли данный маршрут и могут ответить вам на различного рода вопросы. Далее. Если говорить о конструировании индивидуального образовательного маршрута, то здесь вы видите, что на сегодняшний день данное конструирование маршрута направлено именно на снижение профессиональных дефицитов. Здесь на данной платформе представлены как определенного рода профессиональные диагностики. Здесь же, возможно, после определенного прохождения
тех стажировок, в том числе и виртуальных стажировок, возможно разработка определенных проектов, различных моделей, и тут же прохождение той профессиональной экспертизы, которая необходима для того, чтобы можно было внести в практику работы уже готовые какие-то модели, проекты, какое-то содержание, обсудить и так далее. Поэтому, безусловно, данная линия индивидуального образовательного маршрута, она очень интересна для наших педагогов, отражает современное направление индивидуализации, помогает педагогу видеть ту поступательную модель, которая сегодня может быть спроецирована как в том числе и, например, на обучающегося, помогает увидеть те результаты, которые можно обсудить с коллегами, помогает пользоваться той профессиональной экспертизой, которая есть в арсенале у данной платформы и так далее. То есть таким образом на сегодняшний день создаются все условия для того, чтобы помочь педагогам в рамках сопровождения, в том числе и индивидуального сопровождения, именно освоить то современное содержание, те современные методы, которые задаются в рамках решения задач государственной образовательной политики с точки зрения построения единого образовательного пространства, единой системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров. Еще один акцент, который сегодня рассматривается с точки зрения реализации современного содержания и государственной политики, конечно, это наставничество. Наставничество – это очень большой блок работы, который сегодня рассматривается с точки зрения формирования определенных моделей. В этом направлении очень серьезная работа уже на уровне республики проводится. Поэтому если вы хотите освоить и данные блоки по наставничеству, вы также можете обратиться к тем мероприятиям, которые проходят и размещены на платформе «Личный кабинет педагога», и обратиться к этим мероприятиям, еще раз углубиться в понимание того, что же такое наставничество на сегодняшний день в современном мире, какие существуют документы на этот счет, какие модели уже реализуются в практике работы. И таким образом уже понять, насколько сегодня данная модель наставничества необходима для практики применения с точки зрения решения определенных задач современного образования. Ну и на сегодняшний день надо сказать о том, что на территории Российской Федерации в системе образования создается цифровая экосистема дополнительного профессионального образования. Она, безусловно, представлена теми программами дополнительного профессионального образования, которые сегодня будут, вернее, уже размещены в едином реестре дополнительного профессионального образования на территории Российской Федерации. То есть что это значит? Что те программы, которые размещаются в едином реестре, федеральном реестре дополнительных профессиональных программ, это программы, которые прошли экспертизу. И, естественно, те программы, которые проходят экспертизу, они уже приобретают статус того высокого качества программ дополнительного профессионального образования, по которым, безусловно, необходимо проходить обучение. Мы знаем, что сегодня есть ряд программ дополнительного профессионального образования, которые, они могут быть разными, но для построения единых задач, для построения единой системы научно-методического сопровождения, для решения задач поступательного движения к обновлению содержания тех форм, методов и технологий в рамках современного образования, безусловно, обучение необходимо проходить по тем программам, которые сегодня прошли экспертизу, которые сегодня заносятся в федеральный реестр программ дополнительного профессионального образования. Ну и, безусловно, стратегически по обучению, повышению квалификации необходимо проходить по программам, которые проводит Академия повышения
профессионального мастерства педагогических кадров при Минпросвещении. Ну и Татьяна Мариановна уже об этом говорила, что и у нас сегодня, на сегодняшний день разрабатывается определенный план повышения квалификации, связанный с обновлением федерального государственного образовательного стандарта. Безусловно, данная перспектива в рамках разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, она остается и будет сегодня являться таким стратегическим, наверное, направлением. Через содержание этих программ будет линия определенного рода разработческих каких-то материалов, может быть, возможно, каких-то определенных стажировок. И таким образом, да, вот линия единства построения научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров, она будет двигаться в сторону определения высокого качества реализации содержания государственного образовательного стандарта начального общего образования. Ну и два вопроса, которые поступили в части, значит, предварительных вопросов по государственной политике в области образования. Я на них постараюсь ответить. Значит, первое – это в чем заключается государственная политика в сфере образования. Значит, нужно сказать, что, определяя государственную политику в сфере образования, основная как бы сущность тех направлений, которые сегодня закладываются в государственную политику, это стратегические направления. То есть первое – это та стратегия, то перспективное развитие системы образования, которое сегодня определяется на всей территории Российской Федерации. Ну и второе – это формирование тех нормативно-правовых основ, которые регулируют отношения в сфере образования, которые определяют тот порядок, ту достаточность и необходимость для соблюдения прав и свобод человека в области образования, но и непосредственно соблюдение Конституции по защите прав и свобод на образование. Также государственную политику в области образования можно рассматривать как определенную совокупность различных мероприятий, действий, решений тех государственных органов, которые призваны сегодня обеспечивать решение задач российского образования, ну и непосредственно обеспечивать вот то развитие, соответствие, да, требованиям современного развития общества, ну и, соответственно, соответствовать качеству, высокому качеству образования. Ну вот таким образом можно определить линию государственной политики в области образования. Ну и второй вопрос, который поступил предварительно, на который бы мне тоже хотелось бы ответить, это про аттестацию учителей. Конечно, все мы слышали о том, что аттестация учителей будет меняться. Да, действительно, на сегодняшний день есть такие посылы. Мы должны понимать, что оценка профессиональных, комплексная проверка уровня профессионализма происходит в рамках приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года. Безусловно, данная система, она будет меняться. Акцент ее будет направлен на создание института наставничества и стимулирование предметников на повышение квалификации. Кроме всего прочего, будут рассматриваться определенные звания. Это учитель-наставник, учитель-методист. Но на сегодняшний день уже в Республике Коми заявление на аттестацию можно подать через сайт госуслуги. То есть действительно есть такая возможность подать заявление на сайт, через сайт госуслуги. Ну а далее те модели, которые будут оставаться, или которые будут разрабатываться, или которые будут приниматься уже как модели портфолио, об этом, наверное, вы уже будете узнавать из тех нормативно-правовых документов, которые выйдут уже на уровне Республики Коми. Вот такой, как бы, очень, может быть, немножко обтекаемый ответ мне бы хотелось дать на этот вопрос. Ну и есть вопросы, которые поступили в ходе
ходе моего выступления. Вопросы, связанные с количеством учеников, значит, с большим количеством учеников в классе. Действительно, мы должны понимать, что индивидуализация образования – это основа на сегодняшний день, которая, в общем-то, будет являться перспективой для применения тех современных методов и способов образовательного процесса, который уже как бы содержательно закладывается в государственный образовательный стандарт начального общего образования. Безусловно, обновление содержания ведет за собой определенные методы, способы, приемы, технологии работы. И, конечно, все эти направления, они будут рассматриваться с точки зрения индивидуализации или индивидуализации в целом подходов к обучающимся, для того, чтобы это понять, каким образом данная составляющая будет укладываться в образовательный процесс, безусловно, здесь должны быть уже определенного рода технологии, которые будут помогать учителю работать с точки зрения построения индивидуализации образования, ну, в зависимости от того количества, которое есть в классе. То есть это вопрос уже технологичный, да, насколько можно осуществить и реализовать современное содержание в форме индивидуализации, да, или индивидуализации, или подходов индивидуализации к обучающимся, уже непосредственно независящим от количества определенных учеников. То есть нами понимается индивидуализация образования на сегодняшний день это как подход как бы каждому ребенку, да, определенного рода разъяснение каждому ребенку того или иного материала и так далее. А на сегодняшний день это те прорывные технологии, в том числе информационные технологии, цифровые технологии, которые будут поворачивать образование ребенка, обучение ребенка к поиску своего потенциала, да, когда ребенок самостоятельно может выполнить определенного рода содержание, определенного рода задачи и так далее. Поэтому здесь вопрос, наверное, даже, может быть, меньше к количеству, сколько именно опять профессиональному развитию педагога, к поиску и использованию тех информационных технологий, тех цифровых платформ, которые на сегодняшний день предлагаются в современном образовании, ну и так далее. Ну, вопрос, конечно, остается, он актуальный. Понятно, что его так вот, на него в раз вот так вот не ответишь, но тем не менее вопрос есть. Ну, дальше. Классы должны учиться по отдельности, а не вместе 2-3 класса. Да, конечно, есть такая проблема на сегодняшний день, поэтому я думаю, что эти вопросы, наверное, можно будет еще раз к ним вернуться, рассмотреть с точки зрения уже определенных подходов тех нормативно-правовых документов, которые есть. Я думаю, что мы данные вопросы можем взять на заметку, как-то их проработать и в других различных мероприятиях просветительского характера, может быть, попытаться на них ответить. Сейчас как бы я не готова на них ответить, но тем не менее вопросы есть. Я думаю, что в дальнейшем будет возможность рассмотреть и ответить на такого рода вопросы. Так, вопросы по документам по аттестации. Уважаемые коллеги, я думаю, что у нас очень много проходит различных мероприятий, вебинаров, семинаров, связанных с именно подготовкой, значит, педагогов к формированию, да, и уровня к формированию аттестации, подготовки к аттестации, поэтому вам необходимо следить за теми мероприятиями, в том числе и мероприятиями онлайн, которые по этому направлению проходят. Ну, а документы, я думаю, что вы увидите и будете следить за ними. И как только они появятся, будут опять-таки те разъяснительные мероприятия, которые вам будут помогать каким-то образом рассматривать эти вопросы в том числе. Ну, вопросы, тут есть вопросы по аттестации. Я думаю, что тоже этот блок вопросов, он вас интересует в деталях. Поэтому, если какие-то моменты,
связанные с направлениями, уже более-менее объективно будут рассмотрены, то есть когда выйдут документы, когда будет уже понятно, да, что и как будет меняться в этой части. Понятно, что вопросы аттестации всегда интересуют наших педагогов. Я думаю, что когда вот мы будем иметь уже окончательные варианты введения тех или иных направлений, когда будет уже понятны алгоритмы действия. Я думаю, что, наверное, в части этих направлений мы пригласим специалистов, которые работают конкретно в данной области, и проведем еще вот такой вот небольшой вебинар по вашим вопросам, которые вас интересуют в части аттестации. Поэтому я думаю, что все еще перспективно, и мы с вами еще раз встретимся по этим вопросам. Итак, на заметку дня мы взяли два вопроса. Значит, вопрос о большом количестве детей, да, как его можно отрегулировать, как можно отрегулировать вопросы, связанные с обучением, соединением двух классов, да, и вопросы, связанные с аттестацией. Вот еще вопрос поступил. Запланировали ли курс по подготовке учителя к аттестации и разработке портфолио? Ну, курсов, наверное, может быть и нет, потому что курсы – это такой уже действительно обучающий компонент, связанный с таким вот как бы прямым, что ли, подходом, да, как готовиться на аттестацию. А, наверное, серия каких-то вебинаров, семинаров, если это необходимо, да, возможно, по вашему запросу она может быть запланирована. Коллеги, если все, то на этом большое спасибо за внимание. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Уважаемые коллеги, мы благодарим Светлану Николаевну за то, что она осветила для нас вопросы, связанные с направлениями государственной политики в области образования, с направлениями, связанными с подходами, прошу прощения, к единой системе научно-методического сопровождения педагогических кадров и руководящих кадров, потому что это действительно очень важно, чтобы единые линии, единое понимание оно у нас было, чтобы мы действовали с вами вместе, потому что только вместе мы можем друг другу помочь. Ну и немножечко дополню еще Светлану Николаевну, уважаемые коллеги, что вот с февраля, с марта 2022 года сейчас во все муниципальные органы управления образования придет письмо от нашего института о том, чтобы были предоставлены заявки, списки тех учителей начальных классов, которые в следующем году будут работать в первом классе, для того, чтобы мы могли начать повышать их квалификацию. И тоже вот дополняя Светлану Николаевну, есть типовая программа повышения квалификации учителей начальных классов, которая, вот Светлана Николаевна пока вела, я специально посмотрела, она размещена в этом едином портале дополнительного профессионального образования, вы можете ее посмотреть. Называется она «Реализация требований обновленного федерального государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования в работе учителя». И эта программа, она в очно-заочной форме проводится, то есть заочная форма, она будет, заочное обучение будет проходить на базе нашего института. Все документы, все учебные комплексы, материалы для обучения нам представляет Академия просвещения. Поэтому вот такая заочная часть, она будет проходить в системе дистанционного обучения нашего института. А потом очные практикумы, они уже будут организованы на базе тех школ, которые каждый муниципалитет определит как базовые для проведения вот такого обучения. Поэтому вот модель повышения квалификации учителей, которые начнут работать, и, возможно, она дальше, эта модель также будет использоваться в повышении квалификации, она начинается с федерального уровня и потихонечку переходит на муниципальный уровень. Поэтому все впереди, уважаемые коллеги, вопросов и у нас много, но я думаю, что постепенно мы обязательно будем находить на них ответы. И уже сейчас мы приглашаем вас на следующую встречу, которая состоится 26 января. Она в любом случае состоится, эта встреча, и мы очень будем надеяться, что на эту встречу к нам сможет прийти в нашу педагогическую импровизированную гостиную Наталья Федоровна Виноградова. И все вопросы, как я и обещала, которые вы задавали, мы обязательно передадим Наталье Федоровне, которые связаны с содержанием, с методиками. У вас были замечательные вопросы, которые немножко ориентиры смещают. Допустим, а что даст обновленный федеральный стандарт ученику?
что даст его семье, что даст родителю. То есть вот такие моменты, которые вы очень правильные вопросы задаете. Поэтому как бы мы сделаем это и будем надеяться, что получим какие-то интересные, хорошие разъяснения со стороны разработчиков обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Но на этом позвольте нашу встречу завершить. Огромное вам всем спасибо. Было очень приятно, что вы слушали нас, что вы слышали нас, что вы задаете вопросы. Мы поздравляем вас с наступающим Рождеством. Пусть в ваших головах, душах, в вашей профессиональной жизни рождается много новых идей, интересных, хороших, воплощенных решений пусть появляется. Всего доброго, уважаемые коллеги. До встречи 26 января. Мы вас будем ждать. Всего доброго. Информацию всю таким же образом вам разошлем, поэтому регистрироваться, возможно, дополнительно не нужно. Все контактные данные ваши у нас есть. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что вы были с нами.